Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Аргунова. Знаете ли вы, что теперь любой желающий, который хочет стать обладателем оружия, обязан пройти краткосрочные курсы в специальных образовательных центрах? Из чего состоит обучение, где его пройти? Ответы на эти и другие вопросы в нашем сюжете. Одним из самых востребованных товаров на сегодня является оружие. Спрос на него увеличивается с каждым годом. По данным лицензионно-разрешительного отдела МВД Республики Саха-Якутия, только за период с января по июль 2014 года ими было принято около 25 тысяч заявлений граждан на выдачу лицензий. Кроме того, в соответствии с требованиями закона об оружии, граждане, желающие стать правообладателями огнестрельного оружия, обязаны пройти краткосрочные курсы по безопасному обращению с оружием. Для того, чтобы получить оружие, гражданин, который впервые приобретает оружие, он должен быть гражданином Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, прошедших обучение в специализированных учебных заведениях Министерства образования, получивший охотбилет и не имеющих противопоказаний медицинских. Заявление для получения лицензии на оружие граждане могут подать не только в органы внутренних дел, но и через электронный портал госуслуг www.госуслуги.ру. Стандарты обучения охотников – это Министерством образования определены, это 6-часовые обучения. По итогам обучения граждане сдают как теоретическую, так и практическую часть. После сдачи обучения они получают акт о прохождении обучения, на основании которого органы внутренних дел и предоставления необходимых документов выдается лицензия гражданам. А сроки обучения охранному делу варьируются от 40 до 266 часов. Это обусловлено классификацией охранников на разряды. Согласно федеральному закону о частно-детективной охранной деятельности, частным охранником это гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, прошедших обучение в специализированных организациях Министерства образования, сдавших квалификационный экзамен и получивший на законных основаниях удостоверение частного охранника и заключивший договор с частной охранной организацией. Обучение безопасному обращению с оружием и специальности охранника осуществляется в специализированных образовательных центрах. У нас в настоящее время действует НОУ «Безопасность», НОУ «Ратник», в которой граждане могут пройти обучение. Предприятия «Ратник» и «Безопасность» были образованы на рубеже 2003-2007 годов и, по мнению экспертов, в значительной степени способствовали формированию стандартов отрасли. На сегодня эти учебные заведения имеют продолжительный опыт в подготовке частных охранников. Они являются основными кузницами кадров для частного охранного движения. Не надо думать, что охранник – это некое такое аморфное существо, стоящее где-то там на дверях, дергающее веревочку перед проезжающим автомобилем своего шефа. Нет, это, скажем, устаревшие уже такие восприятия все-таки этой профессии. Это серьезная профессия. После вот этого курса программы, который проходит 266 часов, это в пределах где-то 40 учебных дней. Затем сдают экзамены. Здесь же на экзаменах присутствует сотрудник полиции, член комиссии, который непосредственно принимает экзамен. Техническое оснащение учебных центров, в том числе стрелкового тира и учебных классов, позволяет моделировать различные нештатные ситуации при обучении и проводить экзамены непосредственно на местах обучения. Экзамен проходит в несколько этапов: компьютерное тестирование, специальные знания по применению спецсредств и стрельба в тире. Это все они сдают. Сдали экзамены, члены комиссии утвердили все это, и потом уже учащийся идет в лицензионную систему. Там ему и выписывают удостоверение частного охранника. В учебных центрах «Безопасность» и «Ратник» граждане, независимо от пола, могут пройти обучение по безопасному обращению с оружием. Здесь работают преподаватели-профессионалы, которые знают, исходя из собственного опыта, все особенности обучения. Это дает возможность за короткий срок подготовки дать более качественные теоретические и практические знания. У нас есть такая одна большая беда. Все хотят быстро, а качество как-то вот забываются. Мне надо сегодня, все. Или если не сегодня, то завтра. А оно не получается. Надо заниматься. Обладание оружием – это огромная ответственность. Это не просто, как в народе говорят, какие-то понты, да? Это действительно огромная ответственность перед окружающими. Наличие оружия в КАБР говорит о том, что вы имеете возможность вершить чью-то судьбу, а это величайшая ответственность.
по моим подсчетам, я думаю, что мы лично обучили не менее, наверное, 7 или 8 тысяч штыков, я выражаюсь армейскими такими терминами, для нашей республики. Но на этом останавливаться не будем. Дальше будем готовить профессионалов. Учебные центры «Ратники. Безопасность» вносят лепту в формирование правопонимания наших граждан. Они помогают полиции заниматься профилактикой преступлений, правонарушений в сфере оборота оружия. Это очень важное направление. Получить ответы на интересующие вас вопросы по подготовке граждан по безопасному обращению с оружием и обучению специальности охранника вы можете узнать по телефонам 21 09 69, 21 09 70, 47 42 92, 212 991 или по адресам учебных центров: переулок Энергетиков 2Г, 2 этаж, и Бестужева-Марлинского 64/1, 2 этаж. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Работы принимаются до 1 августа 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз Фильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.